День защитника Отечества – значимый праздник, ведь вооруженные силы хранят наш с вами мир и покой. В пятницу в городском дворце культуры чествовали тех, кто в разное время стоял на страже интересов нашей Родины, кто и сегодня оберегает мир. Первым с приветственным словом к собравшимся обратился военный комиссар Мелеузовского и Федоровского районов Рустам Кантемиров. Вся страна 23 февраля будет отмечать День защитника Отечества. На протяжении десятилетий многими поколениями наших сограждан этот праздник воспринимается как особенно близкий и дорогой, наполненный глубоким патриотическим смыслом. Поздравил всех с наступающим праздником глава администрации муниципального района Малик Шакирович Вахитов. В своем выступлении он отметил ратные и боевые подвиги ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов, всех тех, кто служит в вооруженных силах страны. Искренне поздравляю вас с Днем защитников Отечества. Вся страна отмечает этот знаменательный праздник патриотизма, единства нашего многонационального народа, преданности ратному долгу, любви и беззаветному служению Родине. Это праздник всех, кто избрал дело в жизни службы в армии, кто честно и добросовестно исполнил свой долг, кто сегодня стоит на страже рубежей нашей великой Родины. Военная служба была и остается призванием сильных и мужественных людей, считающих защиту Отечества высшим долгом и великой честью. Сегодня наши вооруженные силы сохраняют верность лучшим традициям российской армии, присяге и воинскому долгу. Во все времена мы гордимся ветеранами Великой Отечественной войны и ветеранами тыла, участники боевых действий в горячих точках, ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС, всеми, кто с честью выдержал суровые испытания. В этом году мы готовимся к празднованию 70-летия победы нашего народа в Великой Отечественной войне. В нашем районе сегодня проживает 87 участников Великой Отечественной войны, около 1000 тружеников тыла и вдов. Всем мы им оказываем поддержку и помощь. Мы можем укрепить наш международный авторитет, развивать гражданское общество, реализовывать наш социально-экономический план только тогда, когда будем в состоянии защитить страну, имея мощную и современную вооруженные силы армии. Разрешите выразить сегодня искреннюю благодарность родителям, которые воспитывают достойных защитников Родины, поддерживают авторитет армии и престиж воинской службы. Офицеры, ветераны, представители силовых структур и трудовых коллективов. Истории судеб собравшихся неординарны, и всех объединяет воинский долг. Почетными грамотами, благодарственными письмами и памятными медалями за заслуги перед Родиной награждены все те, кто внес свой активный вклад в патриотическое воспитание молодого поколения и служение своей великой отчизне. Обращаясь к жителям нашего города, хотел бы всех мужчин и всех тех, кто причастен к службе в вооруженных силах, поздравить с таким знаменательным праздником Дня защитника Отечества. Пожелать всем здоровья, счастья и всего наилучшего. В сегодняшний день у нас завершился месячник оборонно-массовой работы, патриотической работы. Все школы города и района к этому приняли участие. Спасибо главе города, который поддерживает нас в таких мероприятиях. С праздником! В знаменовании праздника Дня защитника Отечества я хотел бы всем пожелать самое главное мира и здоровья. Мы были защитниками, когда служили, и остаемся защитниками по сей день, так как мы защищаем свою семью, своих родных и своих любимых. Праздничную программу, посвященную Дню защитников Отечества, продолжили творческие коллективы городского дворца культуры.